Мы живем в эпоху глобальных перемен. И всякий раз в истории человечества такие судьбоносные этапы истории сопровождались серьезными потрясениями. Это в середине 17 века, когда возникла после 30-летней войны Вестфальская система, установился такой мировой порядок, который договорились европейские страны поддерживать. Основан был он на балансе сил. Потом после наполеоновских войн новый мировой порядок, после Первой мировой войны, после Второй мировой, каждый раз это связано с глобальными потрясениями. Сегодня мы живем именно в такой период, когда идет переустройство мировой системы. Я как-то говорил о том, что здесь можно по-разному подходить к этому вопросу. Например, так как подходил к таким процессам русский поэт Тютчев: «Благословил тот мир в его минуты роковые». А китайская мудрость говорит: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Так что тут по-разному можно оценивать ситуацию, но в любом случае нужно нам, это нас особенно касается, потому что мы недостаточно сильны, чтобы активно могли собственными силами противостоять угрозам, которые возникают. Тут для нас важно, конечно, выбрать правильный вектор политический. И наши трагедии исторические были связаны с тем, что мы неудачно это делали в свое время, особенно в XIX веке, когда шла борьба крупных держав, мировых империй, которые боролись за передел мира, и нам нужно было, конечно, влезть между этими жерновами. Это происходило потому, что не было единого лидера у абхазской нации того времени, не было единства. И, собственно говоря, даже нельзя сказать, что в целом абхазское общество было на какой-то стороне, или на российской, или на турецкой. Одни были на российской стороне, другие были на турецкой стороне, третьи были против друг друга все. И вот эта разобщенность, которая тогда была, привела к той большой трагедии, результаты которой мы пожинаем и сегодня. Поэтому нам важно в этой ситуации сохранить единство нации. Нам надо сплотиться вокруг общей идеи и понимать, какие угрозы существуют для нас. Нам повезло в том, что политические деятели нашей страны после распада Советского Союза сумели выстроить грамотный политический курс. И у нас сегодня такая счастливая возможность, когда у нас в союзниках великая мировая держава, член Совета Безопасности ООН, ядерная держава, самая большая страна в мире. И это дает нам надежды на развитие и сохранение идентичности нашей государственности. Поэтому здесь говорить о каких-то других направлениях в деятельности нашей внешней и внутренней просто, я считаю, провокационно и не соответствует нашим национальным интересам. Поэтому я вижу, просто многие люди, видимо, не понимают того, что происходит сегодня в мире. Как-то не охватывает масштабно все, что сегодня происходит. Поэтому нам надо больше людям объяснять, где мы живем, в какое время, какие угрозы существуют, и что единственная возможность для выживания – это наше единство, и это союз Российской Федерации. А выборы, которые предстоят сегодня, это еще один показатель того, как мы относимся, как мы понимаем эту ситуацию. Вот по одному этому можно будет проанализировать, насколько наше общество оценивает угрозы, которые сегодня стоят перед нашим народом.